10 класс. Урок русского языка и литературы. Тема урока – Михаил Юрьевич Лермонтов, стихотворение «Родина». Что вы должны узнать на уроке? Обобщить и систематизировать знания по творчеству поэта, анализировать стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Родина». Ребята, заполните маркировочную таблицу, обобщая знания, полученные по данной теме. Что я знал, что я узнал, что я хочу узнать по творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Михаил Юрьевич Лермонтов. Годы жизни 1814-1841. Ребята, послушайте творчество поэта. Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года в Москве. Весной 1817 года умерла мать поэта Мария Михайловна. На 9-й день после смерти жены Юрий Петрович вынужден был покинуть сына и уехать в свое поместье. Маленький Михаил воспитывался в имении своей бабушки Арсеньевой Елизаветы Алексеевны. Полученное в Тарханах образование он продолжил в московском благородном пансионе. Любимым занятием Лермонтова было литературное творчество. За время учения Михаил написал около 300 стихотворений. В 1832 году вместе с бабушкой он переезжает в Петербург, где через 2 года получает офицерское звание. В 1835-36 годах поэт создает ряд прекрасных произведений: драму «Маскарад», поэму «Боярин Орша», повесть «Княгиня Лиговская». 27 января 1837 года произошла дуэль Пушкина с Дантесом. Лермонтов откликнулся стихотворением «Смерть поэта». 20 февраля он был арестован, а через неделю переведен на Кавказ, где шла война с горцем. Первая ссылка на Кавказ была непродолжительной. Вернувшись, Михаил Юрьевич много пишет. Его произведения появляются в печати. Период между двумя ссылками самый плодотворный в жизни поэта. 13 июля 1841 года Мартынов, товарищ Лермонтова по военной школе, вызвал его на дуэль. Вечером у подножия горы Машу близ Пятигорска выстрелом в сердце Лермонтов был убит. 17 июля поэт был погребен на Пятигорском кладбище, а в апреле 1842 года его прах был пересхоронен в Тарханах, рядом с могилами предков. Поэзия – страстный поиск пути выхода из одиночества, пути гармоничного слияния с миром. Люблю отчизну я, но странной любовью не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что, не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы читу белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно.
И в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков. Ребята, заполните хронологическую таблицу жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Ребята, прочитайте аналитическую статью, составьте тезисный план статьи. Скажите, как Николай Александрович Добролюбов отозвался о стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Родина»? В чем заключается истинный патриотизм поэта, выраженный в его произведении? Также, ребята, выполните стратегию таксономия Блума. Перенесите в тетрадь схему таксономию лесенку Блума. Письменно дайте ответы на поставленные вопросы. Ответы впишите в соответствующие уровни лесенки Блума. Знание, понимание, применение, создание, оценивание. Знание. Какая тональность преобладает в стихотворении, пафосная или пейзажно-лирическая? Подумайте, с чем это связано? Какая позиция характерна для поэта по отношению к отчизне? Гражданская, с ярко выраженным чувством патриотизма, или романтическая, связанная с внутренними переживаниями поэта? Понимание. Воспользуйтесь толковыми словарями русского языка и словарем синонимов русского языка и объясните малопонятные и устаревшие слова из стихотворений. Применение. Выпишите из текста произведения художественные тропы, эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. Создание. Какой образ Родины вы бы создали? Какие эпитеты и сравнения вы бы использовали? Составьте акростих о родине, подобрав слова ассоциации на каждую букву этого слова. Родина. Вспомните, как называется художественный прием, когда каждая строка начинается одинаково. Что отрицает автор произведения? Какое противоречие он испытывает? Какое настроение передается в следующих строках? Не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой, не темно-старины заветные предания, не шевелят во мне отрадного мечтания. Ребята, назовите 3 момента в ходе урока, когда вы успешно справились с заданиями, и предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на следующем уроке.